тоже мое отношение к договору сначала, а потом к общей ситуации вообще. В связи с договором, но я попробую быстро говорить. Ну, возможно, Ирина, что сумбурно, но я не могу не сказать, потому что получается, что мы слышали монологи и так далее, и наша сторона сегодня выглядела, как будто мы не могли аргументировать. Если мы пошли бы постатейно, я, кстати говоря, очень не хотела, потому что там есть такие моменты, которые могут соблазнить определенные слои, да, и мы будем ими манипулировать и создавать, знаете, вот какую ситуацию, чтобы пробить этот договор. И я вообще не хотела бы в это углубляться. И некоторые отрасли вообще оставила без внимания, хотя там есть много о чем можно поговорить. Я считаю, что договор, вернее, проект договора, который представлен Россией, этот договор... это не договор между... конечно, первый проект, который пришел, который не то, что дорабатывали ребята, дополняли, пытались что-то поменять и так далее. Да, российский проект, который пришел. Потому что, извините меня, потому что обсуждать надо именно его, потому что вы сейчас там эти запятые меняете, некоторые слова меняете, это еще ни о чем не говорит, потому что... Я имею в виду в нашей финальной части. Каков шанс у того договора, который предлагает наша сторона? Я и этот проект не поддерживаю, потому что дух и концепция этого договора совершенно не меняется. Меняются определенные конкретные обстоятельства. И поэтому, если бы договор базовый 2008 года, не исчерпавший себя, никто из них сегодня и экспертов не доказал, что этот договор себя исчерпал. 84 договора и соглашений, но вообще не сегодня, у нас же постоянно обсуждается проблема. Никто не говорит, что они исчерпали себя. Все говорят о том, что возникли определенные новые угрозы, что новый геополитический контекст. Мы понимаем, что у России большие проблемы. Мы хотим, хорошо, но мы в данном случае, я думаю, что мы хотим это по другой причине. Если мы говорим о геополитическом контексте, понятно, что мы за Россию переживаем, у нее очень трудные времена. Мы хотим быть полезными, это да, но мы могли бы в данном случае говорить только о блоке военном. Оборонная составляющая, военная составляющая. Если договоры по этой части, которые уже имеются профильные, они нуждаются в том, чтобы были расширены, дополнены и даже приняты в новой редакции, о таком договоре никто не говорит. О том, что мы должны ориентироваться в этой геополитической ситуации и так далее, и наращивать силы для того, чтобы и себя обезопасить, мы, конечно, об этом думаем. Но необходимость всеобъемлющего договора, который ставит крест на базовом договоре 2008 года, и договор, который практически означает, что вы не умеете управлять своей страной. Раньше было соправительство, вот в Средневековье, да, и сегодня структуры, которые нам предлагают, они приведут к тому, что будет соправительство, соуправление Абхазии. А что касается того, что ребята поменяли некоторые моменты, я понимаю, что эти моменты тоже для нас важны. Эти моменты ситуацию в общем не меняют. И я боюсь, что шанса быть услышанными, принятыми даже в этой части изменения, скорее всего, нет. И я думаю, что больше всего будет сделана ставка на первый проект, который пришел. Дальше. Почему я так отрицательно отношусь? Вы поняли, потому что я считаю, что одна из важнейших функций внешнего суверенитета или внешней политики страны, к внешней политике, кстати, внешнему суверенитету относится задача невмешательства извне во внутренний суверенитет страны. Мы все сделали в этом договоре, если мы это подпишем, для того, чтобы этого суверенитета больше не стало. Понятно. Это понятно, Ирина. Это дальше. Да. Вот еще. Я считаю, что этот договор очень оскорбителен для нас еще почему? Чья идея? От кого? Это Кремль, это Сурков,
это кто-то еще другой. Ирина, это вопрос другой. Давайте мы сейчас важно. закончим Где эту решается тему. эта проблема? Кто да, нам понятно. это навязывает? Вы думаете, мы что не этот знаем. документ оттуда может прийти знаем. просто от кого-то, отдельно от Суркова или отдельно еще от кого-то? Что мы сейчас их обсуждать не будем. Давайте мы подводим итог я должна по повторить договору. то, что я вначале сказала. Дело Пожалуйста. в том, что не... Хаджимба, когда шел к власти, он говорил о новых качественных отношениях с Россией. Он знал об этом договоре. Он сделал заявление 27 августа, что он подпишет. В результате договор не годится. Россия в тупике, неудобно будет России тоже. Мы не можем и отказать получается, да? Но позволит ли нам изменить этот договор? Я не знаю. В тупике мы оказались подставленными. Это очень большая политическая ошибка. Я понимаю, что надо получить деньги для того, чтобы удержать эту власть. Но если эта власть уважает себя, она должна начать заниматься экономикой, начать заниматься реформами, о которых говорили, которые люди ждут. Понятно. А сегодня не надо просто забалтывать людей, что это тот проект, который надо пролоббировать, надо пропустить, и Абхазия зацветет, все мы будем в раю купаться, и вообще нам работать не надо. Сыр в масле вы хотели сказать. Да. Новая игла, значит, мы же против иглы вообще. Россия живет на нефтяной, газовой игле, а мы на российской игле будем жить.